театралы, и я тоже, и режиссер считают, что это не место для развлечения. Что-то говорят, ну вот я старшее поколение, младшее поколение слышал, что что-то, чего болит в душе, выйти и там высказаться, поделиться со зрителем. Это такое место святое, где много дверей открыты. Нет такое, чтобы только с одного двери заходишь и отсюда выходишь еще через контроль. Нет. Вот, наверное, это такое святое место, универсальное место, чем даже мечеть, синагоги, храмы и все прочие религиозные святые места, учреждения. Театр гораздо универсальный, наверное. Театр еще вообще это как человек на земле существует, и с того времени театр есть. И они начинают как-то вот ту концентрацию, которую от жизни получили, и вносит на сцену, и начинает со зрителем делиться. Зритель принимает это и начинает о своих каких-то проблемах думать и делать выводы, идти дальше, чтобы познать жизнь, себя, разрешить свои проблемы, даже это не только душевные и материальные, ставить вот как-то вот более конкретные задачи для себя. Ну, наверное, вот такое учреждение. Невозможно сегодня, скажем, это контролировать и сказать, это пусть театр только так работает. Очень много жанры, к сожалению, большинство театров ударились в коммерцию, и там то, что мы сейчас говорим, не исчезло, она перешла в спекуляции, спекулирует всеми, что можно. Устат, у меня вопрос. Да? Каким должен быть современный актер? Актер сегодня. Актер должен быть, конечно, образованным. Нельзя сказать, вот самая худшая профессия, скажем, да, легкая профессия, вот там не приняли, там не приняли, там не приняли. Ну, крайний случай, я пойду в театр, театральное, скажем, училище или институт. В каком-то смысле где-то он и философ должен быть. Что-то беспокоит его, что-то есть, чего-то сказать, который не может это не высказаться, не поделиться. Вот все остальные, хорошо танцует или хорошо говорит, или музыка, или красивый, некрасивый, это вообще этот как бы второй или третий очереди. В первую очередь у него вот в глубине души, в голове должно быть то, что беспокоит человека. Я раньше всегда говорил, что внутри у этого актера должно быть джин. Это я имею в виду, что вот это то, что терзает его, беспокоит. Вот что он бежит на сцену, высказаться. К сожалению, современные актеры, они смешивают с жанром попса. Попса это не искусство, это вот как раз тупо вот идут, развлекаются. И большинство к этому идут и ограничивается вот с этой зрелищей попсовой. Что вы можете
посоветовать молодым актерам, поколению, которое только-только вот начало деятельность актера в театре? Мне кажется, что люди того региона, вот они видят вот эту коммерческую произведение и начинают подражать. И получается, уже это люди вечные на втором или, второсортные, потому что это не от них идет то, что должно быть. Но они берут в очень плохом форме, подражают, вот это подражательство, да, вот повтор, это второсортное. Уже никогда ты не будешь открывателем, создателем, творцом. Ты просто подражатель. Я бы посоветовал никогда не подражать. Изучать, пробовать, получить информацию можно. Но надо, пусть будет это, может быть, для вас, наивные, примитивные, как вы это, может быть, думаете. Но со стороны, когда я вижу, человек не подражая, а свое искренние возможности, свое оригинальное, это конкретно, это есть тот человек, это только она. Вот как вас зовут? Рухсора. Вот я должен знать, вот это есть Рухсора, а не кто-то там кого-то вот подражает, на кого-то похожим будет. Вот если, знаете что, вы временно можете вот кому-то вот похожим станете, свою узкую аудиторию, может быть, завоюете. Вот это популярные, вот маленьким местечком можете стать. Но дальше из своего аула не пойдете никогда. Потому что вас не примут, потому что таких очень много подражателей и вас просто пропускают. Я не говорю, что не смотреть. Надо смотреть, надо читать, слушать, но делать свое. Авлия Халиджон, я еще раз приветствую вас. Было очень приятно, мы вспомнили самые лучшие дни, которые мы совместно с вами работали, выпускали спектакли. Я хочу задаться вопросом насчет спектаклей. Вот есть разные понятия, что спектакли должны быть зрелищными, и иные мнения, что спектакли должны быть, заставлять зрителя думать самим собой. Сами пускай тоже думают, и сами пускай разбираются. Вот как вы думаете, должны быть спектакли зрелищными? Или не все должно быть расколотым, пусть жует сам зритель? То есть сам тоже разбирается. Вот насчет этого разные мнения. И второй вопрос заодно. Я хочу узнать ваше мнение о завтрашнем дне театра. Что ждет театра завтра? Он будет существовать? Он будет поистине народным? Или театру придется умереть, Павел Халиджон? Так как сегодня зритель в театр не ходит по разным объективным и субъективным причинам. Но тем не менее, нас, как творческих людей, судьба театра беспокоит, и мы очень обеспокоены завтрашним днем. Спасибо вам. Театр, конечно, не должен быть скучным, но это не значит, что это бессмысленно развлекать. Зрелищность не в том понимании развлекательного характера должно быть. Вот тупо развлекать бы я не хотел. И не советовал никому вот такому театру идти, просто еще больше опустошаться, да? Ничего не думать, просто шутки ниже пояса и просто развлекаться. Вот этого, если вот это зрелище не считаете, ну тогда нет.
Зрелищным, как это? Ну, театр не должен быть скучным. Под это зрелище, я только не знаю, это кто как понимает зрелище, да, вот, ну, конечно, это и есть зрелище. В театр, если вот идет представление, это уже зрелище. Мы видим, зритель сидит и смотрит, но не развлекается, участвует, думает, участвует в этих проблемах, спорит. Да, говорит, нет, говорит, половина зрителей принимает, половина встает, уходит. Вот это должно быть. Действительно, театр, спектакли, они должны быть как дискуссия, если такой термин этот используют. За шиворот надо хватать, трясти их. Должно быть это. Если это зрелище, пусть такое зрелище будет. Мысли, которые говорит театр, должен беспокоить человека. Театр должен быть вперед знать. Если даже утрировает, это для того, чтобы разбудить. Он должен быть обеспокоенным. А то, что будущий театр, в будущем будет ли театр, я думаю, еще больше будет театр популярным, нужным, важным после такого кризиса, после вот такого долгого молчания. Я думаю, что театр избавится от шелухи, от вот этого внешнего, много ненужного. Вот достаточное время было, чтобы думать. Я иногда делаю такие тренинги, да, вот молчания и терпения. Я говорил вот каким-то группам, так, заходим, молчим. Молчим. Потому что они до сих пор не переключились к тому, что мы сейчас собираемся делать. Молчим, молчим, молчим. Начинаем слышать дыхание друг друга. Опять молчим, молчим, молчим и тишина. Вот отсюда, если, я не знаю, 10 минут, 15 минут, полчаса. Сначала будет очень легко, да, молчим. Через 10-15 минут люди начинают дергаться. Потом становится скучно. Потом начинает смеяться. Потом вообще какой-то вот произойдет, это какой-то ерундой занимаемся. Потом через какое-то время, вот тогда наступает, они вот всю вот этот ненужные завесы, которые не хочет свое истинное лицо, нутро показать, на репетиционные точки все это завесы надо снять. 6 месяцев нас заставили об этом думать. Ладно, это для кого-то там это спекуляция, это говорят, бизнес там, и болезнь там тоже есть, невозможно не верить, да, это мы видим, что болеют люди, да, действительно. Но для театра, для творца хорошее время отказаться от этого гонка, погружаться, собраться, научиться думать и заставить людей думать. И тогда искренне от него и пойдет и голос, и жест чужие какие-то формальные не будет. Его шепот даже будет слышно.
его крик будет вонзать прямо души зрителя, вот по мозгам бьет. Вот тогда он начинает услышать и видит вас. Театр за это время полгода сидели, вот если бы над этим только думали, и будет самый лучший театр. В самом начале, вот вообще это для чего был создан театр. Я не говорю, чтобы вернуться к сакральному функции, роли театра. Нужно вернуться к истине. Вот сейчас мы видим, вот бегает на сцене туда-сюда, лишь бы что-то чего-то крикнуть, лишь бы что-то там говорит, там красиво так они думают. Но они они не приняты. От них нет никакой энергетики. Вот полгода нам дали вот такую возможность, надо было, или если кто-то успел еще, если мы еще можем полгода до весны сидеть, стоит ли мне заниматься этой профессией? Смогу ли я быть полезным, в первую очередь, для себя и для людей, для зрителя? Вот, конечно, после этого мы открываем театр, будем видеть только вот то, что я сейчас говорил. Всем слоем, которые закрыты, вот забинтованные душу, открываем, вот эту боль вытаскиваем и делимся со зрителем. Если коммерческий или некоммерческий, государственный, частный театр, если они будут думать, как заработать деньги, все пропадет опять. Пусть будет театром мало. Пусть будет по всей, я не знаю, республике или районе один-единственный. Пусть будет один-единственный актер. Я думаю, нам вот эта, конечно, несчастная ситуация, которая, вот пандемия, которую, карантин, закрыли нас, от этого надо получить эту пользу. И открыть, вот неприятное такое слово есть, обнулиться. Надо обнулиться нам всем. И надо, вот истинную театру надо начинать показывать. Я бы хотела задать вопрос. А как вы думаете, какие ориентации помогают, чтобы стать хорошим актером? Вот, например, как мы можем предполагать, Земля — это по сути театр, а вот люди — актеры. Вот возьмем одного человека, он умелый, и он хороший артист, то есть с самого детства, потому что он прирожденный актер. Вот возьмем человека, у которого есть умение, то есть он может учиться и стать хорошим актером. Но вот какие ориентации помогают, какие фильмы, какие книги и вот, впрочем, какие ориентации помогают стать хорошим актером? Как вас зовут? Я Фарангиз. Фарангиз. Фарангиз, дорогая, жизнь помогает. Жизнь помогает, я только что сказал, смотреть это можно бесконечно, но научиться вряд ли от этого что-то хорошего. Да, мы всегда говорим, это должен быть умный, образованный, информированный, да, это надо, от этого все можно подряд смотреть, но надо больше слушать жизнь, смотреть на жизнь. Вот ваша территория, люди, вот в Канибадаме, очень много неспорченных, святых людей там.
от них много это можно взять. Научиться можно от них. От детей можно, потому что они не врут. Вот это после 5-7 лет они начинают тоже научиться врать. От детей можно много чего брать. От животных можно много чего брать. Художественные произведения читать можно, но мало вам дает ваши, вот открыть вас. Это вы, как Творца, открыть вас, это мало чего дает. Единственное, вас может научить подражанию опять. Это ошибочный путь. Надо естественную, документальную историю нужно больше знать. Надо погружаться к природе. Вот как бы найти терпение, смотреть за, скажем, за цветами или не домашние животные, у вас там, я не знаю, во дворе, бывают птицы. Я даже вот здесь в саду смотрю, это каждый день мыши, может быть, дикий пусть. Это надо посмотреть, и вот они вас будут вдохновлять. Вам больше пищи даст. Вы начинаете сочинять. Тогда если вы сочиняете, вы становитесь уже творцом, создателем. Вы создаете уже духовную пищу. Вы открываете по-своему оригинальную. Единственное, что это только Фарангиз открыл эту жизнь. Это Фарангиз так думает, это шедевр Фарангиза. Вот тогда это будет индивидуальность, личность. Вы работали у нас, вы знаете нашу труппу, вы знаете наш коллектив. В данное время основной костяк театра составляет молодежь. И за тот промежуток времени, который вас здесь не было, у нас есть еще и пополнение. Но дело в том, что в выборе профессии актерской молодежь затрудняется. Все ищут выгодную профессию. Есть довольно талантливые ребята, которые из-за соображений будущего, из соображений материальной необеспеченности боятся идти на эту профессию. Вот как вы думаете, в таких ситуациях что должен делать эта молодежь? Это талантливая молодежь, речь идет о талантливых ребятах, которые не могут сориентироваться, которые не могут сосредоточиться, идти на эту профессию или не идти. И как сложится его судьба, творческая судьба в будущем. Юнусакая, сейчас я вам скажу. Может быть, им это, может быть, не понравится, но я должен это искренне сказать. Если эта молодежь будет думать, что в театре самые красивые люди, в кавычках, самые успешные, самые модные, красиво одеты, красиво говорят, ездят по всему миру, они самые модные, самые популярные. Это ошибочное мнение, если они только этим будут ограничиваться. Я не говорю, что это нельзя, это тоже нужно, это пыль пока в театре, и не больше, это пыль. То, что должно быть у вас, Юнусака, у Марака, Стадапа, у них в свое время был это свой театр. Вы скажите, вы самые бедные люди материально. Всю жизнь вы как календарь дервиши. Вы никогда ничего не заработали, хотя вы очень многих режиссеров видели, много спектаклей ставили. И много ездили, но никогда вы богатым не стали. Вы не станете богатыми, молодежь, я вам скажу. Вы никогда не будете как-то довольным. У вас 10 раз, 20 раз больше увеличится ваше беспокойство.
если вы истинным театралом будете. Это норма. Это вы заранее должны знать, что это будет так. Это есть норма. Это если кто-то думает, что там можно много заработать, это те люди врут. Именно тот отраву демонстрировать через экран, через сцены. Для человека ничего там не даст. Я же говорю, они страшные интриганы, спекулянты. Ваше душевное состояние может быть так демонстрировать. Так дорого может они продать. Они манипулируют публикой. Но истинный театр, истинные актеры, они не будут бегать вот на это количество, чтобы много сниматься или много это сыграть. Они больше будут думать, долго будет думать, не будет вот готовый материал быстренько это слепить и этот продает еще это дорого. Они не такие люди, они мученики. Если вы согласны на такого, быть мучеником, беспокойным, бедным, но самым дорогим людьми хотите стать, идите в театр. А если этого нет, не ходите в театр и не берите эту профессию. Убегайте быстрее оттуда. Еще вопрос можно? Можно вопрос? Да. А как актер должен выступать на сцене? Как должен выступать на сцену? Я сейчас скажу. Я понимаю, ты как бы ты не сформулировал вопрос, я понимаю твое беспокойство, я сейчас скажу, попробую своего опыта. Я только начинающий актер был. Режиссер, я вообще и актер, и это режиссер. Режиссер мне не объяснил, что надо делать. Мы читали, потом... И он начал, сперва вот кто первый говорит, их вывел на сцену, а я за кулисами это ждал до моей реплики, а мне никто ничего не объяснил. Что надо? Только читали текст. И мой выход. Я не знаю, как это. Я думаю, нет, не должен быть как, вот просто заходить на сцену и свою реплику говорить. Знаешь, что я сделал? Я набрал такую силу, энергию, из-за кулисья прыгнул на сцену прямо. Я офицера какого-то играл. Это 30-е годы, тема такая, 30-е годы, там белогвардейцы, белая Россия, империя, царская империя, как завоевывал Туркмению. Вот про это. Я такого белогвардейца, офицера играл. Я прыгнул на сцену прямо. А режиссер меня остановил. Что ты делаешь? Я говорю, я выхожу, я не могу говорить текст просто так. Я что-то должен делать. Я должен взорвать. Потому что они так говорят. Это скучно. Я вот... А что ты прыгнул? Я не знаю, если бы что-то сказал, задал бы какой-нибудь, задачу давал там, я бы сделал. Но ты, поскольку ничего не было, я так решил, я прыгнул. Мне говорю, это сейчас вот пришло в голову, и все. Дорогой, прыгай на сцену и начинай что-то делать, вот как ты должен. Вот мы
сейчас сами начали делать постановки, и мы в поиске. Мы и так всегда в поиске, но сейчас как режиссер, как художник, да, ищем, анализируем зрителя, все, там, материал. Но мы стараемся что-то сделать хорошего, да, исходя от прошлого, от прошлых работ. Но у нас вот возникает много вот недовольств со стороны разных людей, да, вот ты должен был вот так сделать здесь, вот, например, в последней нашей постановке. Один говорит, вот так должен был здесь. Ну, мнений очень много. Но мы чуем таких недостатков в наших работах. Но вот как мы иногда думаем, что вот если мы будем всех мнений взять, вот надо год 3 поработать над одним спектаклем. Вот как вот быть в такой ситуации и идти дальше, да, делать новые работы. Спасибо. Надо всех слушать, делать свое. Конечно, надо делать много ошибок для того, чтобы понять самому, в чем ты ошибаешься. Без ошибок не бывает. Вот сразу взять и правильно чего-то делать невозможно. Надо самому научиться. Знаете, что меня часто спрашивают, вот я много раз говорил я сейчас повторяюсь еще, да, какая у вас система режиссерская. Я говорю, саксовульная система. Саксовул это неровное. Вы знаете саксовул, что это такое, да? Растет пустыня, родился в пустыне. Саксовул это растет очень криво, но очень устойчивое такое дерево. Пустынное дерево, выносливое дерево. Ветер, жару, холода, вот это каракумский терпит. Корень очень глубокий. И не снесет никакой там ветер, ураганы, песчаные бури не закопит. Потому что очень из глубоки, там, не знаю, 8-10 метров, может быть, еще больше, из глубины это влага берет. Может быть, я про себя очень много чего громкого сказал, да, но я хочу быть таким, скажем, да. И у меня система такая, ни в какую рамку не влезет. Есть еще, по-моему, нет там вот есть инструмент, вот туркменский дутар есть, это двухструнный, там и несколько струнный, есть инструмент такой, да, без этих перда. Изнутри приходит вот тот тональность, да, и нажимаешь именно туда. То есть нет заранее, вот, например, маком нельзя вот на ноту переложить. Ну, чтобы сохранить, люди начали ноту тоже писать, да, но если исполняешь ноту, это будет очень, ровное, не звучит, вот именно здесь и сейчас, вот то энергия, вот которая вот оттуда, сверху идет, и она переводится и передается через жест, через голос, через все, да, вот. Что я хочу сказать? Вот ты все это научишься, ты поймаешь то, что тебе приходит, это сигналы, ты отражаешь, отправляешь зрителей, вот этому научишься. Никто в этом не поможет, только ты сам научишься. Но поможет они тебя, создавая интригу, говоря, не так делаешь. Это уже ты сразу сам же не можешь не слышать это, не можешь не видеть их. Да, раздражать будет, это хорошо, надо получать. Отрицать, нет, сказать, но. А здесь ты начинаешь думать, ой, действительно, это, знаете что, я бы сказал, это как бы трамбовать. А на всякий случай, а вдруг что-нибудь ты
вот такой пробел, чтобы у тебя не было, там воздух не оставалось, это было очень хорошо трамбовано. Закалка должно быть. Пусть будет много ветра, пусть будет много жары, холода. Закаляешься, очень, копченым, твердым это растешь. Я имею в виду с большой этой, выдержкой. Надо уметь стоять, надо силы же набрать, это корень надо глубоко отпускать, крепкость надо держать так, чтобы, когда на зрителя выходит, чтобы такую силу выдержать. Так что это все нормально, нечего добавить, меня ничего нет, чтобы я добавил. Не слушай или делай так, делай не так, это я сам знаю, что надо делать. Почему, как мой учитель сказал, есть такие причины, по которым люди в театр не ходят, по которым они думают, что театр это ерунда, чепуха. Это же какие тараканы у них в мозгах кипят, что люди вот так вот думают. Что является причиной того, что люди действительно считают, что театр это глупость? Вот в чем причина? Почему они так думают? И главное, как объяснить им, что это не так? Они правильно думают. Они правильно думают, потому что откуда вы один или там полторы спектакля сделали, и вы хотите, чтобы все правильно это думали и все ударились. Я Фарходу до этого говорил, надо без конца. Нужно выпускать новые спектакли, играть почаще, показывать. Надо делом своим доказать, а не надо ими управлять. Думай так, или смотри так. Невозможно этого делать. Вы, не думая, последовательно, бесконечно занимаетесь своим делом, своим профессией искусства, люди будут бегать к вам. Вы же не доказали, что вы действительно хорошие, достойные люди, которые чтобы про вас хорошо думали. Появятся ваши зрители, это зрители будет заразить других зрителей, их группа появится, и вот откроется вот эта тропинка к вам. Эта дорога будет вечно расширяться, к вам будет много ходить. Надо много работать, надо много над своей профессией думать и заниматься. Продолжение этой темы, Устав. Наверное, вы уже немножко ответили на этот вопрос. Можно ли воспитать зрителя, воспитать своего зрителя? И вообще, нужно ли этим заниматься? И если да, как? Знаете что? Вы не думаете о том, что воспитываю ли я, не воспитываю я, да? О чем мы до этого говорили, почти час говорим, да? Вот если об этих вещах, думая, вы производите, в кавычках говорю, это творчество мы занимаетесь, да? И начинает сформироваться зрители, которые вас любят, с вами вместе думают, дышат вместе. Они это будет приходить. И вы найдете своего зрителя. А если вы будете профессией не заниматься, а выпуском спектакля не заниматься, а идет только воспитывать зрителя, да, никогда не будете воспитывать. Главного нету. Выпускаете стоящие спектакли, произведения на сцену.
зрители придут, они останутся с вами. Останется, я имею в виду, в следующий раз еще придут все. Без вас не сможет они дальше жить. Никто не может диктовать, вас это привлекайте такого зрителя или не такого зрителя. Вот чем вы будете заниматься регулярно, последовательно, не изменяя себя, не предавая эту профессию, да, терпеливо, долго будете заниматься, и это любящий вас найдется. И вы будете правы и для себя, и для этого зрителя, и зритель правы о своем выборе, и с вами место будет жить. И вы будете богаты, потому что этот зритель вас любит. Никто же не будет спорить, что вы нехорошего зрителя. Ну, вам так хотелось, вы так живете, а кто будет это отрицать, что вы, если так будете жить, если вы так хотите жить? Ну что, такой вопрос. Вот мы недавно с ребятами поработали, довольно, меркам относительно было много времени потратили, но сам процесс нам очень понравился. Мы в этот раз не взяли готовую пьесу, мы просто взяли тему, ситуацию и сочинили здесь и сейчас. И максимально сблизили, да, язык сблизили местному диалекту, и игру тоже сделали ярче, живое, так, близко к этому. Но нам процесс очень понравился, и сама, не знаю, вот есть такой вопрос у меня, вот не вредно ли дальше так работать, да? Производить такие спектакли, да, сочиняя, импровизация. И вот обычно мы же пьесы берем, там, какую-то там книгу, там, делаем из этого. А так работать не вредно ли, или не приведет ли к какому-то там тупику? Наоборот, полезно. Нет. Конечно, я доволен, наконец-то вы сами пришли к такому. Хотя мы про это очень много говорили. Но пока вы сами не поймете, вы не смогли бы прийти, вот, скажем, в такому стилю работы. Да? Вот вы нашли, вот о чем мы сейчас только говорили, что руками поймали, да? У вас получается, вы можете чего-то творить, открывать, не подражать, а открывать, что-то делать. Но это не значит, вот со временем вы будете сюда включить, конечно, использовать литературу, да, хорошую драматургию, которая, дальше это пойдет, планка будет поднимать. Но это не значит, если вы на пустом месте сочиняете, это, я же говорю, это нет какой-то конкретного правила. Только так надо делать. Вот вы это открыли для себя, это очень хорошо. Это же вы сами пришли к такому. Это было свое. Вы сами открыли для себя это. И чужое. Да. Планируем в дальнейшем работать с детьми. А вот отличается ли игра для детей или для взрослых? Вот это, есть ли какая-нибудь там граница? Конечно, очень сложно для детей играть в спектакль. Это ваш будущий серьезный театр. Это не значит, что это, если детский театр, очень плохое понятие отношение было с советских времен, год 1 или 2 раза, а что-нибудь быстренько сделайте для детей. Особенно вот перед новогодним праздником,
кривлялись, шутили, покричали, побегали и все. И думали, что это спектакль для детей. А потом выросли это дети и перестали вам уважать. Ой, это что ли? Это все кривляки? Орут, кричат? Они вот... А потом вы обижаетесь, как заставить зрителей, чтобы к нам серьезно относились. А вы к ним относились серьезно, когда они были маленькие? А вот и вы получаете такой урожай теперь. Надо относиться к ним как к взрослым. Вот дети вас будут воспитывать. Дети ваши фальши будут видеть каждую секунду. И вас это будет заставлять краснеть перед ними. Очень тяжело перед ними выйти на сцену. Очень тяжело что-нибудь передать и что-нибудь для них делать. Хорошо, спасибо, что... Супер, что? Спасибо большое. Что? Спасибо за очень хорошую и очень полезную беседу. В этом хорошем ноте мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. И надеемся, еще это продолжим в следующий раз. Спасибо. Спасибо вам за то время, которое вы делились. Было очень приятно. Всех вас обнимаю. Спасибо. И мы тоже. Здоровы. Всего хорошего, здоровья вам, Что, удачи. берегите себя. Да. Все будем обниматься. Дай Бог. Приезжайте.